Президент Уйгурского конгресса Далкун Иса принял участие в 54-й сессии УВКБ ООН в Женеве в среду. Его дважды пытались заблокировать китайцы, когда он начал выступать в общих дебатах во время своей сессии. Китайский дипломат прервал его речь попытками возражений. Китайский дипломат сказал, что Далкун Иса не является представителем неправительственной организации. Но вице-президент Совета ООН по правам человека Асим Ахмед позволил уйгурским активистам закончить свое заявление. На этой неделе базирующаяся в США правозащитная группа заявила, что 57-летняя Давуд проиграла апелляцию по своему первоначальному приговору по обвинению в угрозе государственной безопасности по делу, длящемуся с декабря 2018 года. Правозащитники обвинили Китай в таких злоупотреблениях, как принудительная стерилизация и культурные репрессии, которые были названы геноцидом некоторыми правительственными органами, включая Госдепартамент США, а также в кампании массовых задержаний, направленной против уйгуров. Мы осуждаем пожизненное заключение профессора Рахили Давуд, вынесенное правительством Китайской Народной Республики после секретного судебного разбирательства, говорится в заявлении представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. Геноцидный китайский диктатор Си Цзиньпин принял генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО Одри Азуле в Пекине в четверг, чтобы обсудить расширение позитивного вклада коммунистической партии в мир и сохранение наследия. По сообщениям, Азуле сказала Си Цзиньпину, что организация удовлетворена продвижением международного сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации, а также отношениями Китая с ЮНЕСКО и работает над дальнейшим расширением сотрудничества с Китаем в области защиты культурного наследия, науки, культуры и технологий. Китайские власти за последние 7 лет фактически заперли в лагерях и тюрьмах миллионы жителей Восточного Туркестана. С одной стороны, Китай пытается создать образ того, что все в регионе прекрасно, мобилизуя дипломатов и представителей прессы, которых вербуют из зарубежных стран, особенно исламского мира. С другой стороны, Китай пытается скрыть преступления систематического геноцида, приглашая в Восточный Туркестан государственных чиновников и учреждения, которые поддерживают коммунистическую линию Си Цзиньпина. По данным китайской народной сети, стало известно, что Пекинский университет отправляет иностранных студентов в поездку в Восточный Туркестан под названием Eastern Scholarships Awards. Иностранных студентов из Пекина приветствовали секретарь Синьцзянского партийного комитета Коммунистической партии Китая Ма Синьчжуй, марионеточный председатель Синьцзинь уйгурского автономного района Эркин Тунияз и сопровождающая их делегация, организовав торжественную церемонию встречи в Урумчи 24 сентября. Президент Сирии Башар Асад заявил, что в нынешней международной обстановке между Сирией и Китаем должен быть более интенсивный диалог. В эксклюзивном интервью китайской медиагруппе Асад указал на то, что Китай среди крупных стран мира играет важную роль на международной арене. На этот раз экономические проблемы Китая ударили по инициативе «Один пояс, один путь» Центральной Азии. Строительство железной дороги Кыргызстан-Узбекистан-Китай отложено на неопределенный срок. Выступая на брифинге по шелковому пути, состоявшемся 30 сентября 2023 года, генеральный секретарь Трансевразийского международного координационного совета по транспорту Геннадий Бессонов заявил в своем выступлении: Китай отложил на неопределенный срок строительство железнодорожной линии Кыргызстан-Узбекистан-Китай, работы над которой должны были начаться осенью этого года.